Парламентарии Коми провели завершающую в этом году сессию и подвели итоги. В 2022 году было принято 133 закона и 84 постановления. За формальными цифрами новые меры социальной поддержки, помощь мобилизованным, развитие здравоохранения, образования и отрасли республики. И, конечно, принят главный финансовый документ – бюджет региона на трехлетний период. Какие сегодня приняли поправки и о самых значимых законодательных изменениях за год – материал Ольги Гоняевой. Этот закон нужен, его нужно принимать, и его нужно принимать сегодня. Речь об активном участии жителей Коми в охране порядка, а именно о денежном вознаграждении за сообщение о пьяном водителе за рулем. На это предполагается выделить более 1 000 000 рублей из бюджета. Некоторые депутаты высказались за необходимость предварительного широкого обсуждения. Однако большинство все же законопроект поддержали. Это поможет снизить количество смертельных ДТП, в которых виновники часто нетрезвые водители. Все механизмы здесь понятны. То есть определение алкоголя в крови осуществляется медицинским методом. Вчера на комитетах был разобран механизм перечисления денег, то есть каким образом это, и в том числе и о защите персональных данных. Все это было озвучено. Это дисциплинирует, в том числе, в общем-то, тех водителей, которые на сегодняшний день садятся в стадии алкогольного опьянения за руль. Это преступник, в общем-то, по большому счету. Здесь вообще никаких не должно быть дискуссий. Всего 2 региона имеют подобные законы, кроме нас. Это Ивановская область и Янаул. То есть, соответственно, мы идем в авангарде всех других регионов, которые только начинают думать о том, что каким образом выполнить показатель национального проекта, показатель, связанный с безопасностью дорожного движения. 8 лесоперерабатывающих предприятий республики освободили от налога на имущество. Из-за санкций наши экспортеры потеряли премиальные рынки США и Европы. Пришлось переориентировать поставки на страны Азии и Китай, которые покупают нашу продукцию по более низким ценам. Вернут авансовые платежи за 2022 год. Если мера окажется эффективной, возможно ее продление. Льгота будет предоставлена нам организациям, которые по УКВЭДу осуществляют распиловку, строгание древесины, производство фанеры и прочих материалов, которые осуществляют экспорт. И одно из условий, самое главное, чтобы они были в течение 2022 года находились на налоговом учете Республики Коми. Это сделано для того, чтобы сгладить последствия от введенных санкций. Предварительно, по нашим подсчетам, выпадающий доход будет в размере 44 миллионов. Коми Авиатранс отказался от покупки Ан-2. Опять же, из-за санкций спрос на отечественные самолеты вырос. Купить его сейчас не так-то просто. Деньги перенаправят на ремонт вертушек. В итоге отремонтируют не 5, а 6 вертолетов. На это в бюджете региона предусмотрено 370 миллионов до 2024 года. Эти деньги перераспределяем на ремонт 6 вертолетов, которые имеются у Коми Авиатранс. Они очень необходимы для обеспечения транспортной доступности, оказания медицинской помощи и в иных ситуациях. На завершающей сессии приняли несколько законов социальной направленности. Введены дополнительные гарантии детям-сиротам. А для особенных детей при обучении на дому появилась возможность замены горячего питания не только на продуктовые наборы, но и на денежные средства. Кроме того, расширили возможность использования регионального семейного капитала по нацпроекту «Демография». Это 150 тысяч рублей на первого, третьего и последующего ребенка. В год его используют примерно 4 тысячи семей в республике. Популярные направления – ремонт и улучшение жилищных условий. В том числе семьи могут ежегодно использовать из этой общей суммы 25 тысяч рублей на отдельные направления, такие как оплата, например, дополнительных каких-то образовательных услуг в здравоохранении, либо это жилищно-коммунальные услуги. И сегодня мы предлагаем дополнительно внести изменения, и новое направление предлагаем – это физкультурно-оздоровительные услуги. Это будет для всех детей в семье, и такую меру можно будет использовать также один раз в год до 25 тысяч рублей. 133 закона, 84 постановления. Таков итог работы Госсовета Коми в цифрах. Принят бюджет, в котором в непростых экономических условиях есть средства на социальную защиту жителей региона и на крупные строительные проекты. В этом году у нас возведена школа на 400 мест Помоздина. Готовится к открытию школы в Обьячево. Со дня на день будет сдан детский сад в местечке Коч-Панчит. Новая школа на 825 мест появится в Емвале, а также в Ижме, в Ижме. Ведется строительство республиканской инфекционной больницы не без
проблем, но все-таки мы двигаемся вперед. Активно строится хирургический комплекс «Корпус» в Усть-Цильме. Восстановлена справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, с которых теперь не удерживают налог за подарки. Ремонт школьных маршрутов, индексация заработной платы бюджетникам, расселение более 4000 жителей из аварийного жилья. Увеличены выплаты ухаживающим за инвалидами и размер выплат на газификацию. Введены жилищные сертификаты для детей-сирот, новые меры поддержки многодетным, на покупку транспорта и строительство жилья. И, конечно, помощь вставшим на защиту Отечества. В год испытаний на парламентариев и правительства легла повышенная ответственность. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.